конференции, посвященной столетию образования СССР. Но этот год у нас тоже знаменателен тем, что это, хотя не совсем такая в таком официальном понимании дата, 390-летие, раньше называли вхождение Якутии в состав российского государства, присоединение Якутии в состав российского государства. Но тем не менее, эта дата тоже очень важна, потому что, к сожалению, современное движение историографии наводит очень на такие тревожные моменты, потому что изучение истории 17 века, как у меня заявлен доклад, сейчас переживает очень непростые времена, потому что фактически исследование не ведется в этом направлении. Хотя у нас очень сильная такая на высоком уровне историография сложилась, достаточно вспомнить работы таких корифеев отечественной истории, как профессора Сергей Бахрушин, Сергей Покарев, и первое поколение якутских историков Георгия Башарина, Ольги Всеволодовны Леоновой, других, Федота Юрия Сафронова и других. Вот. Эти работы в основном вышли, скажем так, в середине 20-го столетия, и после этого можно сказать, что наиболее такие исследования по истории 17 века, которые продолжали очень высокую планку отечественной историографии, конечно, тут, как сказать, следует назвать работы Иванова Василия Николаевича, профессора, который, если вот помните, в 60-х годах издавал очень большую монографию, которая называлась «Общественная история якутов в 17 веке». И вот с той поры, к сожалению, изучение истории Якутии 17 века фактически находилось на одном уровне, потому что из поколения в поколение, из десятилетия в десятилетие, в общем-то, повторялись те наработки, которые были сделаны в работах Токарева, например. У Токарева мы знаем две очень крупные работы. Это очерк истории якутского народа, 40-й год, и общественная история якутов 17-18 века, 1945 года. Вот эти две фундаментальные работы, плюс работа Георгия Прокофьевича Башарина «История аграрных отношений». Вот эта работа, к сожалению, пережила очень драматичную историю. Мы знаем, что это были материалы его докторской диссертации, защищенной в 1950 году. Значит, эти материалы увидели свет в 1956 году в очень усеченном виде, в 2 раза уменьшенном. И вот, на счастье, конечно, очень поздно это случилось, но все-таки, в 2003 году она увидела свет в полном объеме. Она гораздо больше, чем издание 1956 года. И вот там как раз изложены основные взгляды Башарина на историю 17 века. Итак, сами понимаете, что эти работы, которые издавались в 50-х, 60-х годах, это же прошло сколько времени, почти 60 лет получается, Конечно, они имеют на себе налет того времени. Потому что мы знаем, что в 30-х, 40-х годах особенно была сильна такая идеологическое давление на труды, в том числе ведущих отечественных историков. Например, обязательно нужно было в любой работе указывать на, скажем так, отсталость. Нужно было указывать на темноту, нужно было указывать на негативные стороны, скажем так, царской эпохи. То есть однозначно то, что делалось в царское время, его назвали царизмом, вот такой появился термин, царизм. На самом деле царизм это совершенно не научный термин, это просто такой политический слоган, который пришел в научную литературу. Вот. Вы понимаете, о чем я говорю. То есть рефреном в 30-х, 40-х, 50-х годах шло вот это вот именно такое негативное отношение ко всему тому, что происходило до революции. Считалось, что все было негативно, и только после 1917 года все стало хорошо. Вот. Поэтому вот эти труды, которые я назвал фундаментальные труды Токарева, Башарина, они все несут этот такой налет, скажем так. Вот. Например, переходя уже непосредственно к основным проблемам, которые заявлены у меня в моем докладе, например, речь идет о событиях присоединения или вхождения Якутии в состав российского государства в 30-х, 40-х годах.
Вот, к сожалению, сейчас очень много, ну, поскольку на пустом месте всегда возникает такая потребность заполнить это пустое пространство. Я имею в виду, из историографии перестают выходить современные исследования, и поэтому пытаются заместить какими-то вот, ну, работами, которые близки к науке, скажем, или такими наукообразными, так сказать, исследованиями. Да? И вот очень много говорится о том, что вот якобы в 30-х годах здесь в Якутии происходило чуть ли не национальное освободительное движение, да? О том, что здесь происходила война самая настоящая. Вот. И, к сожалению, это находит поддержку вот в таких, ну, обыденном сознании, и вот, к сожалению, этим пользуются, ну, определенные силы такого политического склада, скажем так, да? Появляются всевозможные, сейчас называют это фейками, да? Вот, об уничтожении там кого-то, да? Какого-то большого количества людей, о том, что там какая-то катастрофа произошла и так далее, да? Вот. На самом деле, конечно, если разобраться по большому счету, то вот само, как сказать, событие тех лет 30-х, 40-х годов говорят о том, что все-таки это было, конечно, совершенно не так, да? То есть я что хочу сказать, что уже к началу 1640-х годов фактически организованное такое вот противодействие, скажем так, да, ясачному режиму, противодействие установлению влияния, скажем так, да, русского государства, московского государства на, по крайней мере, на земли, населенные якутами, оно практически прекращается. Вот. Хотя вот дают очень длинную такую сводку. Вот, например, в 1670-х годах было целое движение под руководством жарханского князя Балтуки Тимиреева, например, да? Вот. Это выдается вот как бы за продолжение, да, вот этой борьбы, да? Ну и совсем такое околонаучное рассуждение о том, что в 1682 году было последнее восстание, да? Это совершенно антинаучное, так сказать, заявление, да? Дело в том, что ни имени вот этого предполагаемого руководителя этого восстания, да, ни вообще о самих этих событиях, да, вот как раз-то в исторических документах вообще нет никаких упоминаний. И об этом, кстати, пишет Токарев вот в своей работе «Очерк истории якутского народа». И причем он ее повторяет в монографии 1945 года. Он так и говорит, что этот человек, я имею в виду Джиндик, да, или Джиндик, такого человека с таким именем вообще не упоминается, так? А единственным источником вот этой версии, так называемой, да, является очень поздняя рукопись якутского купца Москвитина, который жил в середине 19 века. И вот эта рукопись, она, к сожалению, не может быть признана научным, тем более исследованием, да, и какими источниками он пользовался и так далее, неизвестно. Поэтому даже Токарев, который так скрупулезно изучил эти документы, он так и заявляет, что именно об этих событиях совершенно нет никаких источников, да? То есть это совершенно такая вот, ну, можно сказать, легендарная, так сказать, версия, да? А что мы имеем? Мы имеем, что после событий 1642 года уже все, значит, Якутия действительно уже становится частью российского государства, и об этом очень хорошо говорится именно вот в этих документах, которые я называю. В частности, знаменитая шертовальная грамота 1642 года, вот как раз она и говорит об этом. Там практически более 40 якутских князцов, то есть представителей якутской элиты, это были крупнейшие тойоны, да, тогда их называли, да, крупнейшие князья, ну, например, Хамгаласского улуса, Баргунского улуса, Намского улуса и других улусов, они все жертвовали вот в этой грамоте. Вот. Причем эта грамота, к сожалению, вот, к сожалению, даже в работе профессора Иванова Василия Николаевича, к сожалению, датирована неправильно. Она датирована 1643 годами. То есть, когда уже завершились эти события 1642 года. А на самом деле эта шертовальная грамота была составлена раньше, до этих событий. Буквально вот она начала составляться в сентябре 1642 года и до февраля 1642 года, так? И получается, что вот те события, которые начались, я имею в виду убийство воеводских переписчиков в феврале 1642 года, они происходили сразу же, вот, буквально параллельно вот с этой шертованием, скажем так. Например, последняя запись в этой шертовальной грамоте была, где содержалось имя сына Мумака, старшего сына Мумака, Ники Мумакова, да, 24 февраля 1642 года. А как раз вот в эти дни начались убийства воеводских переписчиков. Например, вот в Хангаласском улусе там сыновья Тыгына
БЖК Чалай, наверное, я про русский говорю, так? Хотя в русских документах они звучат как Базек, Тюнинин, Чалай, Тюнинин. Они истребили отряд, ну это не отряд был, а буквально небольшая группа переписчиков, да, которая успела переписать весь Кангаласский улус. И они вот перебили эти 5 или 6 человек, остался только один толмач живых. И уничтожили вот эти переписные листы, скажем так, да. То есть, я что хочу сказать, что вот эта вот линия поведения, которую заняли видные, да, крупные представители якутской элиты, в том числе Хангаласского, Намского, Бурконского, Минского улусов, в феврале-марте 1642 года, она должна рассматриваться именно с точки зрения вот этой шахтовальной грамоты, да, потому что шахтовальная грамота — это же очень большой документ, государственный документ, там, где говорится о том, что сам князь, да, сам вот Тойон, который представляет такие крупные улусы, да, он как бы приносил присягу, да, подданства и перехода, значит, под верховенство, да, русского царя. И вот эти руководства, если вот как раз они вели себя в феврале-марте, апреле 1942 года. Вот. Ну, например, Токарев, он откровенно, к сожалению, куражится, когда пишет об этих событиях. К сожалению, и в работе Ионовой, Ольги Всеволодовны, и истории якутского народа первой половины 17 века проходит вот такая оценка, что вот якутские тойоны испугались, что они там трусы, предатели там, и так далее, да? Но на самом деле, конечно, если мы вникнем в суть этих документов, то становится ясным, да? Люди, значит, только что принесли такую высокую присягу, да, там так и написано, по своей вере, по шерсти, да? То есть, используя ту терминологию, используя те обряды, которые приносили в случаях принесения присяги, да, были совершены вот такие акты, скажем так, да? И тут им буквально через несколько дней предлагают нарушить эту клятву, да? И вот исходя из этого мы должны рассматривать их поведение, как они себя там вели, да? Вот. Это одна проблема, так? Далее, если мы говорим о дальнейших событиях, да, второй половины 17 века, например, да, вот уже одну проблему я назвал, да, вот это совершенно надуманные, так сказать, версии о том, что во второй половине 17 века продолжались, вот, якобы, да, какие-то там чуть ли не восстания, да, конечно, эти термины совершенно невозможно употреблять в отношении второй половины 17 века. Там уже идет дальнейшая интеграция уже Якутии в составе вот, уже якутского уезда, получается, да. Мы знаем, что, например, такие крупные тойоны, да, крупные князья якутов, как, например, Мазары Базеков, или, например, Внук Люгуя, да, Чукак Овчинов, они участвовали не только в сборе ясака, не только, так сказать, в установлении правопорядка, да, на территории вот, якутских улусов, но они также участвовали в походах русских служилых людей на северо-восток. Да. Например, в 1693 году они вот возглавляли отряд почти 30 человек, который шел вместе с казачьим отрядом на Индигирку, например, да, для того, чтобы привести в повиновение, например, тамошних тунгусов, как написано, да, вот, ну и так далее, и так далее. По истории этого периода очень большой массив отложился как в архиве древних актов в Москве, так и в научно-историческом архиве Санкт-Петербурга. Вот. Или, например, вот такая проблема, да, в связи вот с образованием Якутска. Я не случайно в название своего доклада внес проблемы, связанные с историей Якутска. Здесь тоже, как говорится, существует очень много споров, существует очень много таких, ну, скажем так, проблем, которые требуют дальнейшего изучения. Причем здесь необходимо привлечение вот этих русских документов 17 века в сочетании с анализом других источников, в частности, археологических источников, да, о которых сегодня Антон Николаевич говорил. Потому что только так можно получить наиболее такую объективную оценку. Но, в частности, местоположение якутского и ленского острога, оно вызывает до сих пор очень большие споры. Хотя вот мы знаем, что Челобитное, или не Челобитное, а, ну да, это фактически Челобитное, да, Петра Пикетова, там четко говорится, да, что Петр Пикетов заложил этот острог именно напротив намского князя Гумака, да? То есть это очень такое прямое, очень такое конкретное упоминание, скажем так, да? Ну вот, для того, чтобы усилить вот этот тезис, да, для того, чтобы действительно стало все ясно, да, и не вызывало дальнейших споров, конечно, нужны предметные, да, доказательства, предметные какие-то проявления вот этого события, да?
Вот, поэтому вот в этом направлении, конечно, большую помощь могут доказать археологические исследования. Вообще, местоположение вот этого старого города, так называемого, да, оно достаточно хорошо в русских документах 17 века хорошо отражено. Причем, что интересно, мы же знаем, что в 1643 году от этого срок переехал уже в долину Туймада, да? И мы вот в последние годы, благодаря сотрудничеству с намскими краеведами, мы обнаружили ряд документов, где говорится о том, что вот на территории старого города еще на протяжении, по крайней мере, 15 лет сохранялись какие-то строения, амбары, население продолжало там жить, да? Русские казаки просили воеводу вернуться туда для того, чтобы что-то там вытащить, какие-то хозяйственные, какие-то пожитки свои, да? Или просто элементарно порыбачить, да? Вот таких документов очень много. То есть получается, что после 1643 года это поселение, старый город существовало, да, еще на протяжении долгого времени. Это тоже косвенно лишний раз подтверждает то, что я сказал. И теперь вот, поскольку время уже заканчивается, буквально несколько слов о том, что дальше делать, перспективах для нашей работы. Мы все знаем, что эти документы 17 века все полностью находятся в двух главных архивохранилищах нашей страны. Это Российский архив, Государственный архив древних актов в Москве, на Фрунзенской улице 17, да? Там несколько тысяч, до 5-6 тысяч единиц хранения. Другая часть расположена в Санкт-Петербурге, научно-историческом архиве Санкт-Петербургского института истории. Там тоже несколько тысяч единиц хранения находится. Так вот, эти документы, как вот мне удалось пообщаться в последнее время со специалистами, которые там работают, они так и говорят, что вы, якутяне, да, вы, якуты, обладаете бесценным сокровищем, потому что даже, например, по истории Москвы, казалось бы, да, история Москвы 17 века не сохранилось ни одного документа. То есть москвичи не могут изучать историю Москвы 17 века по документам, потому что они не уцелели, ни одного документа не уцелело. Мы знаем, что в 1812 году в Москве был пожар, да, вот эта наполеоновская армия полностью сожгла Москву. Скорее всего, там погибли вот эти документы, так? А фонд Якутской воеводской избы, да, фонд 1177, вот архив древних актов, и фонд 160, научно-историческом архиве, это крупнейший фонд, это жемчужина, так сказать, обоих архивов. Они прямо там нам так и говорят, вы, якуты, просто даже по сравнению с крупными российскими городами обладаете таким сокровищем, и вы не изучаете их, это очень странно. А мне петербургские исследователи так и сказали, раз вы сами не изучаете, тогда мы сами будем изучать. И уже я знаю, что группа молодых исследователей Санкт-Петербургского института истории уже начала эту работу. То есть они стали уже изучать эти документы, уже появились темы, которые в будущем будут уже кандидатскими работами, и, как говорится, это все направление уйдет в Санкт-Петербургский, получается, институт. То есть они будут изучать нашу историю, да, получается, таким образом, да. Вот это очень для нас такая, ну не очень приятное для нас известие, потому что историю нашего края, да, историю Якутии должны, конечно, в первую очередь изучать мы, да. И вот здесь стоит очень большая проблема не только доступа к этим источникам, но также еще нужно эти документы как-то изучать, так ведь, потому что они написаны скорописью, славянской скорописью 17 века, которая достаточно сложна для изучения. Для этого нужна подготовка кадров, да? То есть мы должны готовить специалистов, причем таких высокого уровня, высокого класса, которые могли бы работать с этими документами. Вот что интересно, это я завершаю уже, да? Когда я разговаривал с директором вот этого Санкт-Петербургского института истории, он так и сказал, что сейчас Институт истории перепрофилирует свои направления изучения истории Древней Руси, то есть там 13-14 века, именно на изучение истории 17 века. Поэтому он выразил готовность сотрудничать с нами. Да? То есть если мы хотим тоже изучать именно дальше документы 17 века, то он готов сотрудничать с нами, да? в этом смысле. То есть это может быть обмен, это может быть стажировки, и это даже может быть вот подготовка наших кадров, да? Для того, чтобы мы могли с успехом продолжить ту традицию, которая вот была заложена в работах Бахрушина, Токарева, Башарина, Леонова, Иванова и других. Спасибо за внимание.